Благодатный звон колоколов храма Спаса Нерукотворного разносится по всему Кайгородку. Старинный пятиглавый храм располагается на самом высоком холме села, потому, где бы вы ни находились, говорят местные, величественную церковь будете видеть всегда. Как вечное напоминание о том, что история храма – это не только судьба самого здания, но и рассказ о народе и земле, на которой он стоит. Когда-то на территории района было 6 церквей и 19 часовен. Из них сохранились только 2, и это достояние сельчане стремятся донести до потомков. Это, конечно, не первая церковь кайгородцев. Первая деревянная церковь была построена в 17 веке, в конце 17 века, а первый каменный храм появился в начале 19 века, с 1807 по 1816 годы его строили. Население села постепенно увеличивалось, и тогда было решено построить новый храм, который мог бы собирать под своими сводами всех прихожан. К стройке приступили в 1899 году. Для этого жители своими силами изготовили более 250 тысяч кирпичей. В конце 19-го, начале 20 века величественный пятиглавый храм создавали буквально всем миром. Каждый прихожанин приносил яйцо и молоко для создания кирпичной массы. Затем добавляли песок, известняк и глину и получали очень крепкие кирпичи. Такие крепкие, что сейчас храм стоит до сих пор и радует своей красотой жителей Кайгородка. Примечательно, что старую колокольню в свое время пытались разобрать, но не смогли. Постройка устояла и теперь соседствует рядом с самой церковью, напоминая прихожанам о разных периодах своей истории. Такой необычный контраст придает ансамблю свою изюминку и привлекает туристов не только из района, но и республики. Многие задаются вопросом, почему такое большое расстояние от самого храма до колокольни. Вот эта вот коричневая стена – это отголоски первого каменного храма, построенного в начале XIX века. Впоследствии он был превращен в трапезную. А сама колокольня достигала 24 сажен в высоту. К 1941 году церковь была закрыта, а после войны внутри какое-то время находился склад сельхозтехники. Здесь же была и местная бетономешалка. Известь добывали как раз недалеко от церковной территории. И вот в 91-м здесь снова заговорили о реставрации. Отремонтировали крышу, кровлю и купола. Опять же, делали это всем селом по зову сердца. Местным жителям очень хотелось, чтобы в Кайгородке снова был слышен умиротворяющий звон колоколов. И он раздался летом в 98-м. Как вспоминают старожилы, это было поистине историческое событие. Райцентр воспрял. Ксения Лосева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Кайгородский район.